Экба Январби Алиевич, доктор физико-математических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии. Родился в 1943 году в ауле Старокубинск Карачаево-Черкесской республики. В 1966 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности геофизика. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1997 году докторскую на тему «Режим атмосферных осадков и их искусственное регулирование на Северном Кавказе». С 1996 по 1998 годы профессор и заведующий кафедрой геофизики Ставропольского государственного университета. Основные исследования посвящены физике атмосферы и гидросферы, модификации погоды и геоэкологии. Экба Январби Алиевич – автор 3 монографий, более 100 научных работ, более 10 изобретений и патентов в области геофизики. Под его руководством защищено 6 кандидатских и 2 докторские диссертации. С 1999 года живет и работает в Абхазии, заведует кафедрой прикладной экологии Абхазского государственного университета. Монография Экба «Экология геосистем Абхазии» в 2008 году удостоена государственной премии имени Дзидзаря в области науки. Здравствуйте. Экологические проблемы, к сожалению, они существуют везде. Какова степень остроты экологических проблем для нашей республики? Ну, во-первых, природа для Абхазии является источником благополучия, существования. Это и море, это и горы, это и объекты рекреационные. То есть они очень остро стоят. Особенно в связи с тем, что практически только сама природа занимается собственным очищением, а мы ей не помогаем в этом. Скажите, а вот законодательная база создана, которая регулировала бы вопросы, связанные с охраной окружающей среды? Ну, вы знаете, вот еще в советское время то, что было, какие-то положения там и так далее, а так серьезно проработанной закона и положения по экологическим проблемам нету еще. Его надо разрабатывать, дорабатывать. Какое-то положение есть, но оно очень слабое. Деградация лесных массивов, там, состояние рыбных ресурсов, использование щебня, о котором в последнее время говорят очень много. Это проблемы уже сегодняшнего дня или это проблемы в перспективе? Нет, это проблемы сегодняшнего дня. Тем более, если речь идет о лесных массивах, это даже не сегодняшнего дня, а уже мы опоздали с этим, с решением этой проблемы. Она уже кричит. А то, что касается щебня и прочих инертных материалов, здесь надо все четко, с четким расчетом, с расчетом последствий этих явлений. В принципе, можно инертные материалы изымать. Тем более, что они, значит, в определенных условиях создают трудности для стока воды. То есть при определенных условиях можно. Но это надо четко рассчитать и рассчитать последствия, которые... Добрый день, дорогие студенты. И снова кафедра лекции на абхазском телевидении. Гость нашей программы – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной экологии, академик Академии наук Абхазии Экба Январби Алиевич. Сегодня мы немножко поговорим о экологических проблемах в мире и на ихнем фоне тех проблемах, которые стоят у нас в нашем независимом государстве, начинающем свой путь.
Ну, вы знаете, наверное, что экология – наука сравнительно молодая. Ее зачатки экологии были впервые, так сказать, понятия экологические были введены в конце XIX века. Значит, экология – это наука в прямом переводе о месте обитания, наука о доме, или же наука о взаимодействии живых организмов между собой и с окружающей средой. В таком виде формулировка науки экология была сформулирована Эрнстом Геккелем. Это немецкий биолог в 1886 году. Дальнейшее развитие экологическая наука получила наиболее серьезное развитие во второй половине 20-го столетия, прошлого столетия, когда возникли возможности использования более широкомасштабных инструментов для изучения глобальных процессов, которые происходят. Это имеется в виду спутниковые снимки, данные, значит, космических аппаратов. Экология в основном занимается изучением биосферы. Биосфера – это сфера, в которой распространена жизнь, то есть сфера, в которой происходит взаимодействие между живыми организмами и окружающей средой. Это понятие биосферы впервые было введено австрийским геологом Эдвардом Зюссом в 1877 году. В дальнейшем была построена иерархическая такая ступень, в которой биосфера представлена в виде совокупности отдельных экосистем. Понятие экосистемы было введено Тенсли, английским биологом, уже в начале 20-го столетия. Вот в свете этих представлений наука экология отличается от других наук. Одним самым главным элементом это она изучает взаимодействие между живой и неживой природой. Ни одна другая наука не изучает этого взаимодействия. В этом очень важная черта науки экологии. И второй, значит, момент вообще существования экосистем строится на замкнутом цикле обмена энергией и массой в системе. Вот в биосфере все циклы обмена энергией, массой и веществом, они замкнуты. То есть нет ничего лишнего и нет недостающих звеньев в этой цепи. Есть существуют глобальные обмены, глобальный круговорот различных элементов, в том числе углерода, кислорода, и азота и других элементов. Так вот, в настоящее время в мире не существует более важной глобальной проблемы, чем рациональное использование природных ресурсов. Вы знаете, в свое время был такой лозунг, мичуринский лозунг: «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Так вот, этот лозунг, значит, категорически устарел, он не может быть использован в наше время. Нельзя брать все, что лежит у природы, не отдавая взамен ничего и не восстанавливая те экосистемы, которые мы нарушаем. Деятельность человека, его вмешательство в естественный процесс приводит к значительным нарушениям в этой эволюционной системе. Ведь нынешнее состояние биосферы, оно возникло, эволюционировалось за многие миллионы лет. И поэтому вот во всех сферах, и гидросфере, атмосфере, и литосфере, вот эти процессы, они уравновешены, находятся в состоянии равновесия. И любое
действие, которое не вписывается в эти процессы равновесные, оно нарушает устойчивость этих систем. В настоящее время человек действительно немножко перестарался в вопросах использования природных ресурсов. Во-первых, в результате экстенсивного использования земельных ресурсов исчезли такие ландшафты, как степи. Степей практически на земле уже нету. Они все или распаханы, или превращены в пустыни. Значит, самым основным фактором, который наиболее чувствителен для биосферы и который исходит от человека, это изменение ландшафта. Изменение ландшафта заключается в том, что строительство огромных мегаполисов из стекла и бетона вместо лесов и зеленых, как говорится, лужаек приводит к тому, что вот эти мегаполисы для их нормального существования должны снабжаться, строится большая очень сеть дорог, железных и асфальтированных дорог. Они занимают огромные площади в пересчете, скажем, на любую страну, а они занимают огромные площади, и в то же время нарушается, значит, альбедо. То есть, если солнечные лучи раньше проникали и нагревали, скажем, зеленую поверхность, то после вспашки или после, значит, строительства зданий и сооружений они нагревают уже камни и бетон, которые, значит, создают повышенную температуру на поверхности, и таким образом все это оказывает влияние на зеленую растительность. Ну, вкратце, значит, можно охарактеризовать следующим образом основные изменения, которые произошли под влиянием человека, значит, за последние 100 лет. В начале 20 века, значит, и конец 20 века, если мы сравним, валовый мировой продукт вырос в 300 раз. Значит, мощность мирового хозяйства выросла в 10 раз. Численность населения Земли выросла с 1 миллиарда в начале 20 века, и в конце 20 века, вернее, в 2012 году мы достигли количества населения 7 миллиардов. В 7 раз население выросло. Значит, потребление пресной воды выросло в 15 раз. Значит, потребление чисто первичной продукции биосферы с 1% в начале 20 века выросло до 16%. Значит, кстати, надо отметить, что потребление продукции биосферы равное 1%, значит, биосфера восстанавливает сама эту потерю, и никакого отрицательного влияния, в общем-то, не оказывается. Но в настоящее время, значит, продукция биосферы используется около 16%. Площадь залесенных лесистых территорий сократилась на 20%. Пустыни, значит, площади пустыни увеличились тоже где-то процентов на 30%. 20 видов, в том числе млекопитающих, за это время, значит, исчезло с лица земли, их уже, значит, не восстановить. Многие виды животных и растений занесены в Красную книгу. Все, что занесено в Красную книгу, значит, представляется таким образом, что они могут в любое время исчезнуть безвозвратно. И площадь нарушенных хозяйственной деятельностью человека, если в начале 20 века это было 20%, то сейчас составляет 60%. Следовательно, участились
к сожалению, участились случаи стихийных явлений, стихийных бедствий. Это, значит, имеется в виду возникновение землетрясений, вулканы, значит, наводнения, затем торнадо, цунами и так далее. Все эти процессы, к сожалению, стали более часто встречаться. По той простой причине, что вот естественный процесс, связанный с нынешним глобальным потеплением, он, значит, деятельность человека накладывается на эти глобальные процессы, и таким образом непроизвольно усиливаются они. То есть повышение температуры – это значит повышение энергетики и моря, морей и океанов, и в том числе и атмосферы, являющиеся производной от деятельности, значит, морей и океанов. То есть вот эти процессы все, к сожалению, усилились. Но многие спорят, оказывает ли такое сильное влияние человечества своей деятельностью на процессы, естественные процессы. Ну, во-первых, сейчас однозначно трудно разделить процессы, которые имеют чисто природное происхождение, и процессы, которые, значит, в которых участвует человек. Ну, в определенных моментах можно их разделять. А в принципе, это задача, которую предстоит решать вообще в теории, экологической теории. Значит, одним из важных элементов экологической биосферы, одним из важных элементов биосферы это является климат. Климат, это вы знаете, это режим погоды для определенной территории. От климата во многом зависит жизнедеятельность живых организмов, в том числе и человека. Ну, скажу таким образом, что вот, например, Западная Европа, включая Англию, Францию, Испанию, Италию, Португалию и другие страны, да и Германию тоже, они в климатическом отношении находятся в гораздо более благоприятных условиях, чем, скажем, Центральная и Восточная Европа, а тем более Сибирь там, и Азиатский континент. Почему? Потому что вот течение Гольфстрим, оно направлено, вы знаете, с юга на север, северо-восток, и омывает... Теплое течение омывает вот эту всю Западную Европу. В Англии, например, в Южной Англии растут пальмы. Они, как известно, теплолюбивые. В Дании, там, в Швеции их порты не замерзают. Это тоже очень существенно. В то время как, скажем, Черное море в районе Одессы замерзает. То есть вот климат, я хочу сказать, что играет очень важную роль, в том числе и в освоении определенных богатств. Климат является фактором, который зависит в основном от двух характеристик, таких как, например, солнечная радиация, которая создает тепло на поверхности Земли, и прозрачность атмосферы. Вот прозрачность атмосферы для солнечного излучения. Но вы знаете, что солнечное излучение, если бы без атмосферы проходило на поверхность Земли, то ультрафиолетовое излучение уничтожило бы все живое. Но, слава Богу, у нас есть озоновый слой на высоте 25-30 километров, который поглощает практически все ультрафиолетовое излучение. Тем самым этот слой нагревается, создает такой как бы термос вокруг Земли. Но, тем не менее, Солнце не прогревает атмосферу ниже озонового слоя.
поскольку газы атмосферы не поглощают солнечное излучение, а пропускают его на поверхность Земли. И поверхность Земли, уже прогреваясь, начинает излучать тепловое длинноволновое излучение, которое уже поглощается газами атмосферы. Это углекислым газом, водяным паром, и прочими, газами атмосферы поглощается. Поэтому, собственно говоря, нижняя часть атмосферы, которая называется тропосферой, в которой происходят все процессы, связанные и с образованием ветров, осадков, облаков, торнадо и так далее, вот в этой 10-12-километровой тропосфере происходит прогревание ее за счет теплового излучения Земли. Поэтому, когда мы поднимаемся по вертикали вверх, то наблюдается понижение температуры на каждый километр на 6 градусов примерно. Поэтому на высотах выше 3-4 километров в горах лежит снег, и он, как правило, не тает. За счет того, что с высотой температура понижается. Вот в связи с этим изменение газового состава атмосферы в сторону увеличения парниковых газов, в том числе и водяного пара, приводит к глобальному потеплению. Вот это глобальное потепление, оно, имеет место быть, по крайней мере, последние 75 лет, с периодическим понижением и повышением вот этих критериев температуры. Но здесь очень сложная зависимость между концентрацией углекислого газа и вот изменениями температуры, поскольку в тепловом балансе планеты Земля основную роль играет океан, моря и океаны, которые, обладая большой теплоемкостью, они более инертны в отношении прогревания и охлаждения. Нужно сказать, что второй фактор, который, тоже очень сильно влияет на климат, это вулканическая деятельность и выбрасывание вулканической пыли в атмосферу, в результате чего, происходит рассеяние солнечного излучения, и таким образом поверхность Земли меньше прогревается. Вот, в частности, в 1992 году, когда многие старшее поколение помнят, что в эту зиму, 92-93 год, как раз она совпала с военными действиями, была очень суровая зима. Так вот, это объясняется тем, что как раз в 1992 году было извержение двух вулканов. Одного вулкана, Пинатуба на Филиппинах, и второго вулкана Эль-Чичон в Мексике. И вот эти два вулкана, выбрасывая пыль, кстати, у нас есть, если помните, в апреле был исландский вулкан, который вот здесь написано, его, так сказать, Эйяфьятла и так далее. В общем, очень сложное название, но это исландский вулкан, который в апреле 2010 года, вот смотрите, какие огромные облака пыли, пепла, газов он выбрасывает. Здесь вот такие разряды грозовые, все это происходит. Вот один из поселков. И вы помните, что тогда из-за пыли газового пепла, выброшенного на высоты до 30 километров, это в стратосферу выброшены, происходило, во-первых, вообще в Европе наступила ночь. Авиация, вы знаете, не летала в течение 10-12 дней. И очень сильная замутненность атмосферы. И вот в последующем, но тем не менее, 2010 год был одним из самых теплых за последние 20 лет.
по крайней мере, для Абхазии. Вот, и последующем 2011 год, к сожалению, здесь на этом графике не нанесены эти годы, но 2011 год, следующий вот за этим извержением, был самым холодным за последние 20 лет. Тоже вот для Абхазии, да и для других территорий. Вот этот пепел, он разносится практически вокруг всего земного шара в течение очень короткого времени. И таким образом, значит, происходит замутнение атмосферы, затем это пыль, пепел, он годами носится там вокруг земного шара. Неоднородно, конечно, он распределяется. Куда его струнные течения понесут, там концентрация наибольшая. Но, тем не менее, вот я хочу сказать, что в природе существуют механизмы, которые, в принципе, могут очень сильно влиять на климат. Вот, в частности, вот я привел пример, вот такие процессы, связанные с замутнением атмосферы, они приводят к очень значительным похолоданиям. Вот здесь на рисунке показаны изменения годовой температуры по Абхазии за последние практически 100 лет. Ну, видно, что вот до 1992 года при колебательном движении в основном происходило понижение температуры. Но с 1992 года, вот после сказанного мной, связанного с извержениями вулканов, температура стала повышаться. И по настоящее время, до 2010 года, она значительно повышалась. Повышалась таким образом, что среднегодовая температура в 2010 году была 18,6 градуса, среднегодовая температура. Это практически на 3-4 градуса выше многолетней нормы, которая вычисляется за 61 по 90 год по сравнению с многолетней нормой. Вот почему все, значит, в один голос и говорят об этом парниковом эффекте, что в этом, значит, человечество, сжигая большое количество углеводородного сырья, создает такие условия, при которых, значит, происходит вот проявление парникового эффекта. По крайней мере, да, действительно, за последние 100 лет наблюдается повышение концентрации углекислого газа. Но дело в том, что это повышение в той или иной степени компенсируется вот вулканической деятельностью, и, в общем-то, там существует определенный паритет. Почему к этому термину, значит, так сильно придираются и ученые, и политики? Дело в том, что повышение температуры, к сожалению, не ведет для определенных регионов, может, это и хорошо, но для основной массы, особенно для тех зон, где значит, земледелие неуверенное, там нестабильное, повышение температуры приводит к аридизации территории, то есть к переводу ее в пустыни. Например, для африканского континента даже вот малое повышение температуры очень опасно, потому что произойдет сразу, значит, повышение засушливых периодов, происходит, значит, урожай не вызревает и наступает голод. Я должен сказать, что вот эта связь в биосфере живых организмов и окружающей среды, она настолько сильна, что порой даже трудно себе представить, какие там могут быть взаимосвязи. Вот в свое время Дарвин приводил такой пример, что в Южной Англии надои молока от коров зависит от количества кошек в данном районе. Ну, казалось бы, где кошки, а где надои молока? Оказывается, значит,
основным кормом для животных является красная люцерна. Люцерна. И вот для того, чтобы хороший урожай был, его опыляют осы. Шмель, вернее, не осы, а шмель. А у шмеля длинный хоботок, поэтому он, значит, активно опыляет эти растения, и они дают хороший урожай. Но шмель этот гнездится в земле, свои эти норки делает. А мыши, значит, успешно разрывают эти норки и таким образом уничтожают детенышей шмеля. Ну, вы понимаете, если есть кошки в большом количестве, они этих мышек ловят. Чем меньше мышек, тем больше шмелей, тем больше, значит, урожай клевера и надои молока. То есть вот это сложное, это такой пример, который сложная взаимосвязь показывает вот в биосфере между живыми организмами и окружающей средой. Но приведу другой пример. Вот, например, течение Гольфстрима, о котором я говорил. Если его температура этого течения меняется на полградуса в ту или в другую сторону, да, в Сибири погода и температура меняется на 20 градусов в ту или в другую сторону. Такова вот реакция, роль на такие маленькие изменения температуры. Более того, я скажу, что вот во времена динозавров, когда они хозяйствовали на планете Земля, глобальная температура Земли была на 5 градусов выше нынешней. Глобальная температура Земли была на 5 градусов выше нынешней. А вот, значит, по тем сценариям, да, и по факту измерения этой температуры, нужно сказать, что вот для северных широт температура за последние вот годы, десятилетия повысилась примерно годовая температура на 3–3,5 градуса. Это очень серьезно, постольку, значит, полярные шапки в Арктике где-то потеряли 40–50% своей площади, своей массы. Значит, потеря полярных шапок – это, значит, во-первых, увеличение уровня мирового океана, уменьшение пресной воды. Пресной воды и так очень мало, всего, значит, где-то порядка 3% от всего объема воды. И более того, значит, вот такое повышение, оно приводит к усилению выделения парниковых газов с морей и океанов. То есть планета наша получает дополнительные эти газы. Значит, следующий фактор, вот здесь показано для Абхазии изменение температуры по сравнению с нормой. Но вот в частности, значит, летом, в августе, в июле мы видим очень сильное увеличение за это последние десятилетия. Где-то, значит, в июле на 1,7 примерно, а в августе где-то так 1,8 примерно градусов повысилась температура. И вот, значит, имеют место те эффекты, о которых я говорю. Но это среднемесячные температуры, они имеют нормальный ход. Вот здесь атмосферные осадки. Что мы имеем? Вот атмосферные осадки, значит, получается, что в феврале, да, в феврале вот столбик увеличения, ну, это для нас это весна практически. И в октябре столбик, который практически на 130 миллиметров увеличилось здесь, и там где-то на 70–80 миллиметров весной и осенью. Ну, это что хорошего в этом? Хорошего пока ничего, кроме того, что весной наблюдаются паводки, поскольку у нас реки, значит, двойного источниками являются два фактора, это осадки и, значит,
растаявшие ледники и снежники в горах, и плюс, значит, выпадение осадков. Вот приводит к тому, что на реках у нас возникают паводки в феврале и осенние паводки. Раньше осенние паводки были чрезвычайно редко, а сейчас каждый год. Это вот результат вот таких климатических изменений. Значит, здесь показано гидротермический коэффициент. Значит, казалось бы, мы живем с вами в Абхазии. Абхазия относится к влажным субтропикам, и годовое количество осадков превышает 1500-1600 миллиметров. И, казалось бы, это количество действительно достаточно, но, к сожалению, оно очень неравномерно распределено по месяцам, особенно в летний период. Вот здесь такой показатель, как гидротермический коэффициент, мы имеем, вот, и он себя ведет таким образом, что в определенные годы, примерно в 5 лет один раз, он не дотягивает до единицы. Это значит, что осадков испаряется больше, чем их выпадает. То есть наблюдается летняя засуха. Что вот паводки здесь показаны на реке Кадор, разрушение дорожного полотна, вот видите, да, осенние паводки. И берегозащитные укрепления на реке Кадор тоже разрушены. Вот сама река Кадор, значит, с птичьего полета, так сказать, как выглядит. Очень меандрирует она, то есть меняет свое русло и затапливает населенные пункты, которые находятся вблизи. Вот такие, значит, результаты вот изменения климата. Я достаточно привел примеров. То, что касается других глобальных проблем, которые возникают, это, во-первых, проблема народонаселения. Дело в том, что в мире у нас сейчас, мы сказали, насчитывается 7 миллиардов, но ежегодный прирост населения составляет 90 миллионов, в мире ежегодно наращивается. Значит, через 10 лет мы получим еще 1 миллиард, как минимум, а то и 2 миллиарда. А при нынешнем, значит, потреблении природных ресурсов и при нынешнем уровне технической оснащенности и отношения к природе, значит, не более 10 миллиардов человек может Земля прокормить. Значит, перспективы у нас, скажем, прямо-таки не очень радужные, поэтому мы должны ограничить. Речь идет о том, что особенно в развивающихся странах происходит большой бум рождаемости и большой прирост, значительный прирост населения. И поэтому, значит, с увеличением населения, естественно, увеличивается давление на природу. Потребление, значит, с каждым миллиардом прибавленным примерно на 50-60% увеличивается количество потребляемой продукции. И надо сказать, что вот в связи с этим, значит, естественно, возникает продовольственная проблема. Если сказать, что в мире в настоящее время примерно 1/5 часть населения, это 1,2 миллиарда, не доедает, живет, есть скрытые формы голода и открытые формы, я не буду на них останавливаться, но такое количество не доедает. И совершенно невозможно, значит, представить себе дальнейшее
увеличения народонаселения, особенно для развивающихся стран, потому что мы знаем прекрасно, сколько случаев было от голода умирали большое количество людей, особенно значит, в странах азиатского континента, Ближнего Востока. Да и у нас в бывшем Советском Союзе в 1947 году был голод, в 1933 году был голод. Это все связано было с такими природными явлениями, как засуха и недобор. Вторая проблема, которая возникает, это энергетическая проблема. Вот примерно подсчитано, что если население в определенном районе увеличится в 2 раза, то потребление энергии, энергоресурсов увеличивается в 10 раз. Поэтому, значит, нужно признать, что запасы энергоресурсов, ископаемого топлива, разведаны запасы нефти, по всем данным, на ближайшие 50-60 лет с нефтью будет покончено. Но в ближайшие 80 лет, значит, газа тоже не станет. Ну, угля, слава богу, хватит еще на ближайшие 400 лет. Но уголь очень вреден при использовании для выработки электроэнергии, потому что сернистый газ, который выделяется, он является причиной выпадения кислотных дождей и уничтожения растительности. То, что касается Абхазии, мы все говорим о том, что Абхазия обладает большими ресурсами. Она, к сожалению, большими ресурсами не обладает. Она обладает большими ресурсами только водными. В Абхазии общий сток ежегодный составляет в среднем 14 кубокилометров. Это очень большая величина стока пресной воды. Значит, для сравнения, река Дунай, годовой сток составляет 80 кубокилометров. Но, тем не менее, у нас очень хорошая чистая вода. Значит, если сравнивать, скажем, с европейскими территориями, то примерно в 11 раз густота нашей речной сети превосходит среднеевропейские показатели. По количеству пресной воды Абхазию можно сравнить разве что с бразильской дельтой Амазонки. Но, к сожалению, у нас тоже не все реки можно без опаски, значит, применять по прямому назначению. Потому что, ну вот, например, Басла, речка, она очень сильно загрязнена, несмотря на то, что она выходит на пляжи МВО, ПВО, где отдыхающих много было до недавнего времени, сейчас я не знаю, и очень загрязняет морское побережье. Вот я говорил, еще раз говорю, что чем искать нефть в недрах Черного моря, значит, мы должны были бы озаботиться о том, чтобы как нам реализовать ту воду чистейшую, которую мы имеем, нормально ее продавать. Элементарный подсчет показывает, что это выгоднее, по крайней мере, в 100 раз, чем иметь дело с нефтью. И притом это водные ресурсы, они возобновимые. То есть 1% водных ресурсов, 1 и 2 можно смело брать. Дело в том, что человечество по отношению к воде поступает очень несправедливо. Мы прямо потребляем примерно 1% воды пресной, а 16% ее, значит, загрязняем таким образом, что она не становится непригодной для питья. Так вот, это процесс загрязнения вод надо прекратить, если человечество хочет выжить. То, что касается земельных ресурсов, Абхазия, опять же, очень скромно можно считать, что мы, в общем-то, в 2 раза меньше имеем на душу населения земельных ресурсов, чем это принято во всем мире. То есть
мы с землей должны обращаться очень бережно. То есть мы должны иметь такие технологии, таким способом обрабатывать и получать урожаи 1,5-2 раза выше, чем это принято, скажем, у соседей. Ее мало. Речь о промышленном ведении животноводства тоже не может идти речи, потому что кормовой базы у нас практически нет. И еще проблема, значит, связанная не буду, значит, то, что касается растительного мира, мы имеем такие богатства, как леса различные, хвойные, лиственные и так далее. Но вы все видите, при таком безобразном отношении к лесу, то есть вблизи населенных пунктов, где можно было дойти, доехать, доползти, все вырубается подчистую, остаются только корявые какие-то деревья, которые не имеют никакого значения. Причем эти лесорубы после себя оставляют такую картину, что я вот был на Мамзышке несколько раз, каждый год езжу. Там, значит, эрозия происходит из-за того, что вот эти тягачи бесконечно по склонам этим ползая, они убирают верхний дерновый слой, и идет, значит, эрозия самая настоящая. И мало того, что лес – это наше богатство, его надо использовать исключительно в рекреационных целях. Поскольку при вырубке леса на высокогорных, на берегах рек, сразу же происходит эрозия. То есть склоны начинают ползти. Подстилка, которая сопровождает лес, она выполняет очень много функций, в том числе и очищение поверхностных вод, она перестает работать. Вместо этого, значит, мы имеем оползни и эрозионные процессы на значительных площадях. Это то, что касается леса. Я должен сказать, что еще в 1979 году при советской власти было принято постановление о запрете промышленной рубки леса в Абхазии. Но, к сожалению, это постановление потом забыли полностью, значит, это безобразие в отношении леса, что сейчас творится. То, что касается вот Черного моря, 2 слова я добавлю. Черное море оказалось, вот, по нашим данным и по всем измерениям нашим, оно внутреннее море, оно идет очень слабый обмен со Средиземным морем через Босфор. Но, тем не менее, значит, транспорт, очень интенсивный транспорт морской, который систематически выливает балластные воды, он очень сильно загрязняет территорию Черного моря. Значит, и плюс еще аварии в Керченском проливе, вы помните, в результате сильного шторма разломались несколько танкеров. Так вот, значит, экологи по пояс в этом мазуте лопатами, значит, на берегу выгребали. Очень много птиц погибло, очень много рыбы погибло. И поэтому мы не должны забывать, что Черное море всего имеет толщину 150 метров аэробной, то есть там, где живут живые организмы. Вся остальная масса до 2145 метров глубина, все остальное это сероводородная масса. Кроме того, в последнее время, вот мы были на конференции, там показывали нам спутниковые снимки, оказывается, есть в Черном море естественные выходы нефти на поверхность. Естественным образом загрязняется поверхность Черного моря. И плюс еще, если мы будем, значит, доставать оттуда нефть и повторится сценарий Мексиканского залива, то мы потеряем Черное море. Слава Богу, значит, в связи с тем, что у нас мало судов, мало движения, тем не менее у нас тоже море достаточно сильно загрязнено. И по нашим измерениям 2-3, значит,
в 2-3 раза превышает предельно допустимую норму по нефти загрязнения нашего. Я уже не говорю о биогенных загрязнениях, потому что у нас отсутствует какая-либо очистительная система. И все наши результаты нашей деятельности напрямую выходят в море. Недаром президент неоднократно обращал наше внимание, что надо коммуникации менять, надо менять, создавать объекты переработки твердых бытовых отходов. И все это очень дорогое, но если это наладить, потом оно становится прибыльным. И в связи с этим, нам предстоит, экологам, большая работа по тому, чтобы обеспечить чистоту моря и окружающей нас среды. Знание законов природы, и мы с вами должны очень хорошо знать законы природы, то есть экологическую науку знать, для того, чтобы грамотно, цивилизованно взаимодействовать с природой, с окружающей нас средой. Для этого очень важно иметь экологические знания. Для этого надо иметь высокообразованными людьми. Поэтому экологию надо изучать с детского сада. И не понаслышке, а на примере, на природе. У нас очень много примеров. В мире очень много примеров, когда деятельность человека привела к катастрофе необратимой. И мы должны извлечь из этого урок. Например, Аральское море, в свое время добиваясь рекордов по производству хлопка, среднеазиатские республики растащили воды Амударьи, Сырдарьи на хлопковые поля, орошение, все такое прочее. И эти воды перестали попадать в Аральское море. В результате Аральское море, отодвинулось на 30-40 километров. Те города, которые были на его берегу, оказались в середине в пустыне. И до воды, чтобы топать, нужно по пляжу пройти 30 километров примерно. А это дно моря, оказалось отравленным этими химикатами, которые обрабатывались гербицидами, которыми обрабатывались хлопковые поля. Теперь Средняя Азия богата чем? Ветры. Ветры, со дна Аральского моря высушенного, эту пыль, доносят до Северного полюса. То есть полосой примерно 300-400 километров, начиная от Аральского моря практически до Северного полюса, это безжизненная территория. Поэтому, прежде чем делать такие безрассудные вещи, перебрасывать чего-то куда-то и так далее, нужно слушать экологов, нужно слушать разумные, их решения. Я считаю, что для нашего государства, благополучие которого зиждется на природе, на использовании природных ресурсов, сбережение этой природы, бережное отношение к нему и сознанием дела является жизненно необходимой для того, чтобы мы могли цивилизованно вписаться в этот мир. Спасибо за внимание. В первую очередь я хочу поблагодарить за такую содержательную, интересную лекцию у вас. Вопрос такого характера. Вы затронули, касаясь региональных экологических проблем Абхазии, такое метеорологическое явление, как засуха. Как проявляется это явление на нашей территории? У нас рельеф горный. Где больше прогрессируется это явление? В какой зоне? Во-первых, у нас действительно почти 60-70% территории занимают горы. Но это засухи, они проявляются в принципе и в предгорье, и на побережье особенно. И они связаны не столько с ограниченностью количества осадков, сколько по времени. Наблюдается в последнее время в связи, видимо, с глобальным потеплением периоды, когда в течение месяца вообще нет осадков.
Вот в ваших работах тоже это прослеживается. Значит, а в течение недели нет осадков, это обычное явление, довольно-таки частое явление. А что такое летом в 35-градусную жару нету осадков? Это значит, любые огородные однолетние растения, они не выживут без дополнительного полива, без значит, дополнительной влажной обработки. Кстати, вот во многих странах Ближнего Востока, это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия там и так далее, там естественным способом вообще ничего не растет. И все, что там растет, пальмы, цветы, там всякая зелень, к ним ко всем подведены, значит, происходит капельное орошение, подведены через трубочки вода, и по времени происходит орошение, значит, корневой системы всех этих растений. Кстати, эта система стала использоваться и у нас. Вот, скажем, на Северном Кавказе сейчас приобрели, в Адыгее мы были, приобрели саженцы итальянские, яблони. Они, значит, у них чуть ли не на стволе эти яблоки растут, но они требуют вот такого систематического увлажнения почвы. К ним тоже применено вот это капельное орошение. Поэтому у нас прекрасные условия, но в летний период у нас вот наблюдается атмосферная засуха, и мы должны это принимать как должное и иметь в виду это, и особенно при выращивании овощных культур мы это должны учитывать. Мы каждый раз убеждаемся в том, что лучшие друзья природы – это экологи, а мы можем быть друзьями друзей природы. Многие подходы, конечно, это происходит во всех науках, они устаревают со временем. И вот вы говорили о мичуринском подходе, который, в общем-то, уже устарел. Люди говорят, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. А Стэнли Пирсон сказал другое. Экологи говорят, что журавль в небе лучше, чем синица в руках. То есть совершенно обратное. И еще в Абхазии, не только в Абхазии, Гумиста река считается в мире самой экологически чистой рекой. При этом, к сожалению, пока еще из-под крана пить воду горожане, сухумчане, в общем-то, не могут. Это, в принципе, пагубно для нашего здоровья. Но я думаю, что это дело времени. Ситуация с водопроводной системой, она изменится, и мы будем пить здоровую, чистую воду. И, в общем-то, наверное, главный девиз нашей природы, вообще нашей страны в этом плане, в плане вот экологического совершенства, это, наверное, чистое море, чистый воздух и чистая вода. Спасибо большое вам за лекцию. Спасибо. Да. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении. Спасибо.